Отдел по развитию молодежи и физической культуры ВАК совместно с абхазским музыкантом Абзагом Марухба запустили новый проект «Ачарыбжи». Он направлен на раскрытие музыкального таланта среди подрастающего поколения и проводится в формате мастер-класса. Первая встреча музыкантов и детей прошла в городе Гудаута. В ней приняли участие более 30 учеников. Организаторы надеются, что участие в данном проекте может стать первым шагом в становлении творческой личности ребенка. Подобные мастер-классы будут проведены во всех районах Абхазии. При поддержке Минздрава республики в марте ВАК начал диспансеризацию школьников в селах. Первый выезд врачей для медосмотра был осуществлен в село Бедия-Дуд Хварчальского района. Диспансеризация проходила в 2 этапа – сдача анализов и осмотр у врачей широкого спектра. Планируя проект, сотрудники Конгресса исходили из того, что крупные медицинские учреждения Абхазии расположены преимущественно в городах, что значительно ограничивает доступ к медицинским услугам жителей многих сел. Очевидно, что по этой причине люди, проживающие в сельской местности, особенно малоимущие, либо откладывают визит к врачу, либо вовсе не обращаются за медицинской помощью. А ведь, как известно, ранняя диагностика большинства заболеваний – это залог успешного лечения. Стоит отметить, что диспансеризация населения школьного возраста – это один из самых крупных и дорогостоящих проектов ВАК. Для этого проекта мы особенно открыты для сотрудничества, партнерства и поиска новых путей его финансирования. Уже очень многие люди и организации проявили свое неравнодушие к этому делу. Нам помогает Центр Альбамед, нам помогает LabQuest, нам помогает MedLife. И мы очень будем рады, если к нам присоединятся больше партнеров. Вторая поездка по диспансеризации школьников состоялась в село Ацу Гудаутского района. Обследование учеников проводили врачи более 6 профилей. К медицинскому осмотру присоединились и 10 учеников школы села Мцара. По итогам второго выезда было осмотрено около 80 школьников. В планах организаторов проекта до конца текущего года провести диспансеризацию более 1000 учащихся. Команда Конгресса совместно с преподавателем кафедры абхазского языка при АГУ Иной Джугеле запустили еще один новый проект «Ирдстум». Он стартовал в Гудаутской первой школе. Проект направлен на пробуждение в детях любви к родной земле, воспитание основ абхазского национального характера, таких как порядочность, совестливость, а также на приобщение к таким национальным духовным ценностям, как апсуара. Первый этап проекта состоит из цикла 10 лекций об абхазской традиционной культуре для учащихся старших классов средних школ Гудаутского района. Для проведения лекции будут привлекаться историки, языковеды, этнографы и этнологи. Еще один новый проект по этнографическим лекциям для учеников сельских школ запущен Всемирно-Абхазо-Абазинским конгрессом при сотрудничестве с Абхазским госуниверситетом. Первая лекция была проведена в Ишерской средней школе. Данный проект будет состоять из цикла лекций по истории, этнологии, этнографии и культуре Абхазии. Информируя о работе Конгресса на перспективу, председатель Высшего совета ВАК Муса Экзеков обратился к соотечественникам во всем мире с решением посвятить следующие 5 лет активной работе по сохранению и развитию апсуара. Я решил объявить следующие 5 лет активной работы нашей команды временем апсуара Абазара. Это означает, что все наши силы будут направлены на укрепление основы основ нашего народа. Первым моим поручением является создание настольной книги по апсуара для детских садов и начальных классов школ. Рассчитываю, что к реализации этой модели подключатся лучшие специалисты. Я обращаюсь ко всем братьям и сестрам. Делитесь своими идеями, присылайте нам свои проекты. Давайте вместе сохраним то, что уберегли наши предки и пронесли сквозь века. В связи с обращением Мусы Экзекова в Координационном совете женщин под руководством Екатерины Бебия обсудили проекты по сохранению и развитию апсуара. Участники встречи подчеркнули важность системного подхода к данному вопросу, согласовали несколько идей и предложений, которые в ближайшее время будут направлены председателю Высшего совета. И завершая первый квартал года, ВАК открыл уже 57-е местное отделение в Новом Афоне. Возглавил его Зураб Смыр.
На встрече с активом города представители Конгресса обсудили дальнейшую реализацию социально полезных проектов. С подробной информацией о всех проектах, которые осуществляет ВАК, можно ознакомиться на информационном портале Конгресса. Эсма Джикерба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.